Селям алейкум, добрый вечер. Прошло 4 года со дня диких событий на Украине и исторического выбора крымчан. Но страна, которая не выполнила ни одного обещания по отношению к своим же гражданам, и страна, которая со своей псевдодемократией докатилась до уровня самой бедной страны Европы, по-прежнему имеет какие-то претензии к Крыму. Украина раздора – тема нашего эфира сегодня. Уважаемые телезрители, как обычно, у нас есть для вас вопрос на голосование. Считаете ли вы власть Украины самой преступной? Да, либо нет? Пожалуйста, принимайте активное участие в нашем голосовании. Сейчас традиционно наш сюжет, и мы возвращаемся в студию. В 91-м Украина была в эйфории. Она триумфально провозгласила свою независимость и объявила курс на построение демократии и гражданского общества. Буквально сразу страну окутали зарубежные НКО, фонды и грантодатели. Что касается экономики, то на промышленных мощностях, созданных еще Советским Союзом, стали разрастаться олигархи. Начался процесс широкой приватизации. Затем пришла Тимошенко и показала всем, как нужно реприватизировать некогда государственные стратегические предприятия. Война за перераспределение сфер влияния и крупных производственных объектов стало практически обыденным явлением. Украина как государство пошло по пути жестокой унитарности, что еще раз демонстрирует отсутствие у политических элит мудрости и самостоятельного опыта строительства государственности. Во что вылилось болезненное стремление подмять под Киев все регионы, украинизировать все народы и, более того, заставить даже аннотации к лекарствам читать на мове, мы видим сейчас. Это привело к развалу страны и к отсутствию уважения к государству у самих же граждан. Как относилась Украина к крымским татарам до 2014-го? По ключевым телевизионным каналам с нас лепили террористов, дикарей и захватчиков земли. Писались целые доктрины по методам ассимиляции крымских татар. На протяжении десятилетий Меджлис и лично Мустафа Джемилев торговали крымскими татарами на всех без исключения выборах. При этом сложнейшие проблемы социально-бытового обустройства оставались без малейшего внимания. И на слезные мольбы некоторых стариков с просьбами о помощи в обустройстве так называемые лидеры отвечали словами в духе «Вас сюда никто не тащил, сами приехали». А что уж говорить о постоянных манипуляциях общественным сознанием и попытках натравить крымчан друг на друга. Постоянные конфликты, угроза межнациональных столкновений, внутринациональные бандитские формирования стали превращаться в дикую норму. Как Украина доигралась до полной демократии, можно судить из того, что вся страна десятилетиями не выходит из Майданов, революции гидности, тотального хаоса. Бесконечная история с засланными патриотами в лице экс-президента независимой и гордой Грузии Михаила Саакашвили, призывавшего к очередному Майдану. Сумасшедший патриот, кричащий на улицах и крышах Киева: «Я украинец». Это не история страны, это трагикомедия. И к огромному счастью, мы больше не являемся ее героями. Украина действительно вышла из Советского Союза одной из самых богатых республик. Экономика, сельское хозяйство, производство и промышленность находились в достаточно бодрой динамике. Более того, даже государственные границы, в которых вот сейчас Украина находится, они были оформлены в составе именно Советского Союза. Даже навыки государственности были приобретены этой страной именно в составе этого государства и никак не раньше. Ефим Зисевич, что Украина сотворила со своим потенциалом, который подарил ей Советский Союз? Селям алейкум, азиз достлар. Я очень рад вас видеть, очень рад быть в этой студии замечательной. Мы всегда рады. Знаете, вы вопрос задали, очень сложный вопрос. И действительно, одна из богатейших республик до развала Советского Союза, житница, имеющая мощнейший оборонно-промышленный комплекс, имеющая природные ресурсы, имеющая лес, ну то есть богатая республика, но вот пришла к такому состоянию, в котором сегодня, ну, наверное, даже те, кто поддерживал, вынужденно политически поддерживал это страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки, уже как-то с опаской относятся, уже начинают очень серьезно делать предупреждение серьезное. Знаете, как есть такая поговорка, как чемодан без ручки, нести тяжело, а бросить жалко. И понятно, что завели Украину в такое состояние. Но это как бы такое экономическое состояние.
А если мы будем говорить о социальном, если будем говорить о защите прав людей, если будем говорить о отношении к людям, отношении к национальным культурам, отношении к языку, отношениям, вообще в принципе взаимоотношениям внутри государства, то, конечно, вызывает удивление, что вообще почему еще до сих пор ничего не развалилось и почему еще люди терпят вот то, что там происходит. Ну, шли долго к этой истории, потому что долгие годы люди, которые были с национальной идеи, переросли в национально нетерпимые отношения друг с другом, то, конечно, результат известен. Вот вы начали показывать вот, и в отношении и крымских татар. Да, действительно, эксплуатировался, к сожалению, к величайшему сожалению, эксплуатировалось вот отношение вот это. Но а взамен ничего не давалось. Я не буду говорить о школах, я не буду говорить о мечетях, я об этом не буду говорить. Я вам скажу одну историю, которую я точно знаю, потому что был народным депутатом Украины. В 2004 году мы принимали закон о статусе депортированных граждан. По-моему, он так называется, этот закон. И я помню, Чубаров в тот момент, он тоже народный депутат Украины, прибежал к нам и спрашивает в нашу фракцию: вы все проголосовали? Я ему показываю, говорю, вот, пожалуйста, все 100% проголосовали за этот закон. Но он не был подписан президентом Кучмой. Это другая история. Прошло время, стал президентом Ющенко. А почему этот закон не внесли опять и не был? Там большинство было. Потому что шли торги. Они же за... Вот вы правильный дали ответ. Почему до последней минуты не принимался этот закон? Они обменяли на решался? 2 депутатских кресла, потом уже... Вот понимаете, да, вот за 2 депутатских кресла, ради 2 депутатских кресел, чтобы решать эту задачу, то есть решать свои вопросы во имя и во благо своего личного интереса. И это очень обидно и очень неприятно, что именно так все это сложилось и так состоялось. Но я убежден в том, что пройдет время, эта вся пена уйдет. Ну, жизнь уже показывает, история много примеров таких показывала. Уйдет эта пена, люди отрезвеют, осознают, что межнациональная вражда на самом святом. Еще раз говорю, язык, религия. Вот на этих выстраивание этих позиций, они, конечно, к добру не приведут, и люди осознают и сметут эту власть, и тех носителей этой идеи или идеологии. Да, это не идея, это просто какая-то... Да, идеология, да. Ефим Зисевич, на протяжении всех этих лет независимости Украина играла в такую очень опасную игру. Особенно эта игра обострялась во время выборов, когда они противопоставляли одни национальности другим национальностям. Вот мы сейчас увидим на экранах агитационные листки Инны Богословской, да, допустим, кстати, где она всегда вот на этих билбордах «Чей Крым?», и вот она задавала этот вопрос еще тогда. И вот да, собственно, мы видим эти агитационные плакаты. Вот и результат, да, на протяжении... Но, по-моему, она даже 1% не набрала голосов на президентских выборах, когда она... Но, тем не менее, она такой очень активный игрок. Да, игра на чувствах народа, игра на чувствах людей, которые выстрадали справедливое к себе отношение. Игра на чувствах народа, которые... жизнь вот так вот, распорядилась, как она распорядилась. И зная точно, точно все, кто играл на этих чувствах, они точно знали, что они никогда не реализуют свои обещания. Потому что сиюминутная ситуация избирательного толка. Вот мне нужно на выборах, мы знаем, что там 100 тысяч, 50 или сколько поддержит этих людей. А дальше забыли, потому что впереди очередные выборы. Появляется новый мессия, в кавычках говорят, и опять обещает. А люди верят. И люди верят, они верили своим лидерам, они верили тем, кто их обманывал. Ну и вот результат известный 2014 года. Иван Александрович, у Украины изначально было 2 пути. Либо федерализация и предоставление больше прав, полномочий различным регионам, либо унитарность. Она выбрала второй вариант, то есть тотальная украинизация. Что привело, что мы имеем в итоге вот этой политики, которую она вела на протяжении этих десятилетий? Вам любой
юрист скажет, что в Украине не было ни федерального устройства, и унитарным государством ее назвать нельзя было, потому что в составе Украины была автономная республика Крым на тот момент. И постоянно Украина периодически посягала на автономию республики Крым. Это не получалось у нее, превратить Крым просто в какую-то область или что-то. Крымчане, крымские элиты всегда отстаивали свою независимость. И чтобы расшатать изнутри, скажем так, монолитная все-таки, несмотря на то, что там в начале 90-х крымские татары с большими потерями и трудностями возвращались, что тут наводились очень большие страшилки, но люди между собой находили общий язык. И Украина вместо того, чтобы помогать народу обустраиваться, строить межнациональное согласие, то, что мы сегодня видим в российском Крыму, она наоборот все эти болячки вскрывала и посыпала солью. Украина все 23 года в Крыму активно разыгрывала межнациональную рознь. И не только в Крыму. На территории материковой Украины всегда остро ставился вопрос по отношению к русскоязычному населению Украины. Создавая искусственно все эти конфликты, ну, как у вас было сказано Иван Александрович, мы можем сделать очень яркую аналогию. Вот сейчас мы тоже готовимся к выборам, и разница колоссальная. Тогда вся страна была в таком прединфарктном состоянии, когда все друг друга ненавидели во время любых выборов. А сейчас у нас страна очень спокойно. Ровно по центру делилась, можно сказать, даже по Днепру, когда одна часть страны выступала, неважно, кто был, страна делилась по идеологическому принципу. Одна часть страны, она все-таки выступала о том, что у нас есть серьезный, хороший сосед, союзник Россия, а другая часть, западная, она все рвалась в Европу. И после исторических событий 2014 года, после переворота в Украине, вроде бы Европа, скажем так, приоткрыла свои немного объятия. И что первым хлынуло? Мы все видели с 2014 года, что ежегодно в Киеве на Майдане Независимости, на Майдане Незалежности, знаковая площадь, проходят гей-парады. И те участники АТО, батальоновцы, они с бешенством врывались и колотили, скажем так, один из признаков вот этой вот европейскости. Давайте скажем, что стыдно признаться, но, к сожалению, некоторые представители и крымских татар к сожалению, да, заместитель генерального директора телеканала АТР Айдер Муждабаев открыто выступал, шел в шествии с флагом, говоря, что это его гражданская позиция. Но нужно понимать, что он прежде всего крымский татарин, мусульманин. И он же считает, что он атеист, кстати говоря. Тоже так любопытно. Не все бабушки и дедушки знают, но когда они видят крымского татарина, который там периодически выступает в публичной плоскости за демократию, за какие-то основы, за суверенитет там крымских татар, за какую-то государственность, когда вот эти вот идеи у них всплывают, и бабушки потом видят, о чем они говорят, и с кем рядом они идут с этим радужным флагом, на более взрослое поколение крымских татар это просто не понимает. Да. Рустем-бей, вот с 2014 года Украина все как-то пыталась внушить через там, своих каких-то апологетов, что у Украины и у крымских татар какое-то единое политическое сознание. То, что мы пережили, и исходя из того опыта, который у нас был, насколько мы можем судить, у нас общее политическое сознание с Украиной или нет? Ну, как может у нас быть общее политическое сознание, да, вот правильно было до этого сказано. А что за 25 лет Украина сделала для крымских татар, раз мы говорим о крымских татарах? Теперь мы возьмем с вами с 2014 года. Все, что они декларировали крымским татарам, которые живут в Херсонской области, либо та небольшая часть, которая сегодня с Украиной кричит, как все плохо в российском Крыму. И много было заявлений, знаете, и Крымско-Татарская республика будет здесь, понимаете, и так далее, и так далее, и так далее. И сегодня мы видим, что уже в Украине на Майдане стоят одиночные пикеты из числа крымских татар и спрашивают, где наша автономия, да? Много было сказано, что будут там и соборные мечети строить, в той же Херсонской области, Генический район мы с вами возьмем.
отключение воды, да, подрыв левпопор. К чему привело? Это в первую очередь ударило по репутации крымско-татарского народа, да, вот в первую очередь. Потом, это нанесло ущерб финансовый крымским татарам, которые занимаются сельским хозяйством, и не только в Херсонской области, и также в Крыму. Вот. То есть вот эти вот все акты, которые продемонстрировала Украина, да, с некоторыми сбежавшими отсюда гражданами, и которые на сегодняшний день продолжают по нарастающей кричать всю эту риторику непонятную, да, вот. О каком единстве с Украиной может идти речь? На сегодняшний день мы видим, как крымско-татарский народ развивается сегодня в Крыму российском. Кто мешал 25 лет нам дать язык государству? Он сегодня есть, правовое статус государственное, есть. Соборная мечеть строится? Строится. Много можно перечислять. И школы, и книги, и так далее, и так далее, и так далее. Но мы видим, что на сегодняшний день крымско-татарский народ в своем большинстве, еще раз повторюсь, это большинство не менее 90%, они понимают, что российское государство, многонациональная страна, и вся политика государства выстроена вокруг межнационального согласия. И вот это самое главное. И эти посылы даются с самого верха от главнокомандующего, от нашего президента. Понимаете? И сегодня можно многое говорить. Дальше я вам скажу, вот эта риторика по Ханскому дворцу. А кто мешал его 25 лет реконструировать, делать, когда там стены, крыши текли? Где все были эти специалисты? Где все были эти специалисты? Сегодня он там подходит, снимает, там черепицу неправильно уложили, там балки какие-то не те. А то, что более 1,5 миллиарда рублей выделено сегодня, это первый транш на реконструкцию, да, памятников наших архитектурных. Кто мешал? И когда мы на сегодняшний день видим, что они обращаются там в какие-то европейские суды, международные институты с какими-то претензиями. Какие претензии могут быть? Вот мы сегодня здесь живем все друг другу рады, все национальности. Вот люди других национальностей с уважением к нам относятся, приходят в студию и говорят: салам алейкум. Это же приятно. Где? У нас на сегодняшний день между народами мы не видим риторику. А вот наша задача, тех ответственных соотечественников, доносить до всех жителей Крыма, не только, и для мировой общественности, что крымские татары не видят в русском человеке либо в российском государстве своих врагов. Что та риторика, она не с нами. Она просто навязывается извне. Знаете, они же тоже собираются на различного рода ток-шоу. Интересная их риторика. Вот они показывают, как в российском Крыму строятся школы, там открываются, вот строятся мечети, открываются детские сады, показывают всю эту нашу динамику и задают сами себе вопрос: а что Украина сделала и может сделать? Помните, они говорят: а вот мы вот, значит, перекрыли воду, а мы организовали блокаду, вот вы молодцы тоже, там опоры подорвали. Мы обелечиваем крымских татар в Херсонской области, тех же таксистов, ребят бедных, да, чтобы финансировали их блокады и так далее, понимаете? Сейчас давайте посмотрим реплику бывшего премьер-министра Украины, очень высокопоставленного чиновника, по отношению к крымским татарам. Сейчас очень быстро вернемся в студию. Тепер я вам кажу свою позицію по кримським татарам. Вони не мають права просто так прийти і забрати чиюсь землю. Ну, у них немає цього права. Це означає, що якщо вони це роблять, це означає, що вони порушують чуже право. А якщо вони порушують чуже право, вони повинні за це бути покарані. Ми поставимо всіх на місце дуже жорстко. Да, Ефим Зисевич, пожалуйста. Вы знаете, вот наш уважаемый коллега сейчас вот одну очень важную мысль высказал. Все важно, но вот меня зацепила одна очень важная мысль. Вот вопросы языка. Если, ну да, в Крыму, понятно, 3 государственных языка, даже не обсуждается вопрос. Сейчас мы работаем над вопросом, над законом, как правоприменение языка, но это уже другой разговор. Украина принимает закон о языках. Европа на ушах сейчас стоит. Это венгры и так далее, и так далее. Да. Но если вы считаете, что крымские татары ваши союзники, если вы считаете, что крымские татары – это основа, которая может дальше развивать и так далее, и так далее, и так далее, а почему вы не прописали в этом законе хотя бы строчкой, что крымские татары имеют право на свой язык и могут применять свой... Хотя бы какой-то региональный, хотя бы какой-то... Нет, все украинское, даже здесь, эксплуатируя, вот действительно, это просто подло
со стороны тех лидеров Украины, руководителей Украины, поставить именно представителей крымско-татарского народа на самые пагубные вещи. Это энергоблокада. Она же не ассоциируется с украинцами или с руководством, она ассоциируется с конкретными фамилиями, представителями крымско-татарского народа. И так далее. Вот эти все вещи можно перечислять. Это просто подлость со стороны тех, которые эксплуатируют доверие отдельных личностей, а возможно, как вы сказали, вот эти 2 мандата, святое, 2 мандата, чтобы мне было хорошо. Остальное там, это уже другая история. Хотел бы дополнить, крымские татары никогда не были на одной волне с украинской политикой. Самое такое из последних крупных разочарований это было, когда период первого Майдана, когда Ющенко стал президентом, когда он наобещал крымским татарам чуть ли тут не крымско-татарскую республику, а после, когда приехал в Крым и Джемилев с Чубаровым встречали его в ханском дворце, и как хана встречали, он сказал, говорит, какие крымские татары? Говорит, мы все украинцы, крымских татар. Да, это факт. Да. Один народ, один язык, одна нация. Да. Шевкет Ага, если проводить вот такие сравнительные аналогии, что нам дал украинский период? Уже прошло 4 года, как Крым в составе России, и мы теперь имеем какой-то промежуток времени, можем сравнить тот период с этим периодом. Вот даже последние шоу, которые на украинском телевидении идут сегодня с участием крымских татар, показывают, что тот период, в котором мы все когда-то были, можно назвать таким беспробудным политиканством. Это вот какое-то помрачение. Вспомните, бежим туда, бежим сюда. Толком никто ничего не знает и ничего не делает. Зато все бегают. Как говорится, все при делах. Сегодня вот мы уже проводим 2-е выборы. 17 марта будут президентские выборы. Обстановка спокойная, как положено, то есть в нормальном сообществе. Если у тебя есть какие-то выводы, какие-то предложения, ты их высказываешь, тебя выслушивают и не устраивают истерику из-за каких-то маленьких проблем. А с крымскими татарами в украинский период именно устраивали истерики. И причем беспробудно, не давая опомниться. Поэтому главное, этот период, я закончу, поэтому этот период у нас и запомнился только каким-то кошмаром. Сегодня нам пытаются оттуда пропагандировать возвращение этого кошмара. Ребята, вы вчерашний день. Если я сегодня выйду и скажу, вот марксизм, ленинизм, который строил коммунизм, как относимся? У всех понятное, да, чувство? Ну, было, поиграли, ну, все понятно. Точно так же сегодня мы уже начинаем относиться к тем политикам, которые бегают по Украине и пытаются взбудоражить кого-то. Вы знаете, извините, пожалуйста, я не могу не вспомнить вот этот случай. Вот в Первомайском районе есть такой населенный пункт Сарыбаш. Мы приезжали, украинский период, туда приезжали, смотрели на этот детский садик. Это просто, знаете, это стыдно. Уже в 21 веке вот этот был детский садик. И уже все, стал период, мы уже вошли в Россию, и с Владимиром Андреевичем Константиновым были там, нас встречали в этом детском садике мы были, и было принято решение выделить деньги и привести, во-первых, его в порядок, и еще дополнительно открыть группу. И вот в прошлом году, накануне Нового года, были мы там, Гаценюк Юрий Михайлович был, я там был, и руководство района было, и открывали эту группу. Вы представляете, какое счастье у этих... Я не говорю о бабушках, я не говорю о мамах, это все понятно. У деток какое счастье. Они дали нам концерт, танцевали, там все это дело. Я просто... Это большое, это великое счастье, когда ребенок, он в нормальных, в человеческих условиях, а все прошло-то 3 с небольшим года прошло, и сделали 2 группы. И сегодня сарыбашские дети практически полностью в этом детском саду. Я один пример привел. Понятно, что много можно их приводить. Сотни на сегодняшний день, за 4 года такие примеры сотни. А ваш вопрос, вот я конкретно хотел сказать, украинский период для крымских татар дал, это ненависть
всех тех других народов, которые проживают на территории крымских татар. Это раздробленность крымских татар, это раздробленность и в политическом аспекте, это раздробленность и в духовном аспекте. К нам хлынули различные эмиссары, которые начали проповедовать свои идеологии. На сегодняшний день уже после вступления в состав России, в российском законодательном поле, мы пытаемся наводить порядок, чтобы все, что касается духовной части жизни крымских татар, находилось в едином юридическом и каноническом управлении Думка. И ни одна секта в Крыму развиваться и вести свою деятельность не будет. И те люди, которые на сегодняшний день, думая, что они вернутся в Украину, что они сохранят свою идеологию и у них будет какое-то будущее, хочу сказать, что будущего в российском Крыму у них нету. Потому что Крым вошел в состав Российской Федерации навсегда. Иван Александрович, давайте вспомним, что при Украине еще прописывались целые доктрины по уничтожению крымских татар. И вот одной из таких доктрин являлась так называемая доктрина Романа Бессмертного. И по этому поводу высказался наш ветеран национального движения Тимур Дакджи. Давайте его выслушаем и вернемся в студию. Я с этим Бессмертным судился. Когда он стал главой партии у Ющенко, я его подал в суд за вот эти вещи. Потому что дальше его планы на крымских татар, вот смотрите, что он в самом начале пишет. Безусловно, фактор крымских татар является небезопасным для Украины. Мы небезопасны для Украины. Поэтому в будущем политика сотрудничества с крымскими татарами должна будет смениться на политику их ассимиляции. Расселение по всей территории Украины. Полномасштабная помощь татарам в их возвращении в Крым не должна быть реализована. Цинично, да? То есть, но самое интересное, что все это Меджлис знал и не возражал. Я его подал в суд, я был делегатом Курултая тогда. И Мустафа на заседании сессии Курултая на меня налетел: как ты отдал под суд нашего друга, Бессмертного? Я вышел на трибуну, рассказал, кто такой Бессмертный, и говорю: Мустафа, если ты дружишь с людьми, которые хотят уничтожить твой народ, ассимилировать его, расселить по всей Украине, то я не понимаю, что такое наш Меджлис, кто такой ты, и кто такая, и что за команда здесь в этом зале собралась, которая молча слушает все это. Поэтому вот мое заявление, что я с такой командой не могу быть, считаю, что я выхожу из Меджлиса, и мне плевать на вас, и ушел. Вот такая позиция была Мустафы. То есть он был под полным влиянием украинцев, под полным влиянием. Вот, то есть, ну, у нас не было никакой перспективы. В Украине у нас не было никакой перспективы в будущем, потому что отношение к нам, политиков украинских, было очень отрицательным. Иван Александрович, ну, на протяжении всех лет независимости Украина как могла пыталась декларировать всякие демократические ценности, стандарты пыталась какие-то вводить. Но почему ей с президентами-то так не везет? Никак. Ну, видимо, это была такая политическая культура и политическая система сформировалась в стране. А продолжая тему национального вопроса, я вот напомню, что первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук в своих агитационных материалах заявлял о том, что каждый русский в Крыму будет себя и вообще на Украине будет себя чувствовать отлично, его права будут защищены. Вы знаете, что ни один национальный вопрос в принципе тогда не был разрешен. И тогда истравливались и русские,
и крымские украинцы, и крымские татары. Вы помните, какие делались ставки на каких политиков в Крыму, которые заведовали украинскими общинами? Это были такие достаточно маргинальные личности, которых не поддерживали крымские украинцы. Сейчас эти люди находятся на территории украинского государства после общекрымского референдума. Они выехали из территории Крымского полуострова. И надо сказать, что вот эта политика ненависти, вот эта политика раздора в современной Украине продолжена. Завтра в Харькове состоится суд над моим товарищем, депутатом Харьковского городского совета Андреем Лесиком. Его обвиняют в том, что он якобы заявил о создании Одесской Народной Республики на своей странице в социальной сети Facebook. Конечно, никаких таких заявлений он не делал. На самом деле Андрея судят только за то, что он, по-моему, один сейчас политик на Украине, который вывешивает билборды с такой фразой: «За союз с российским и украинским народом». Конечно, после вот этих билбордов у него пошли большие проблемы. Его несколько раз избивали. Его избивали в больнице, когда его туда отвозили. Его избивали сотрудники службы безопасности Украины. Его семья постоянно находится под колоссальным давлением. И, в принципе, вот в такой ситуации живут все украинские политики, кто публично заявляет о том, что россияне нам не враги, что российский народ – это братский народ. Конечно, вот в самом начале Ефим Зисевич говорил об отрезвлении украинского общества со временем. Я, конечно, тоже верю в то, что это отрезвление должно произойти, но это произойдет не скоро, это произойдет не сейчас, потому что на примере Андрея, когда видят пример Андрея Лесика, такие политики пророссийские или, скажем, проукраинские, которые на самом деле любят свою страну и хотят чтобы Украина и Россия были дружественными странами и высказывать свою позицию, они, конечно, свою позицию вслух высказывать не будут. И поэтому на Украине всем будет заправлять активное меньшинство, националистическое меньшинство. Конечно, большая проблема была в гуманитарной политике украинского государства более чем 20 лет, потому что гуманитарным блоком занимались националисты. Это было и при Кравчуке, это было и при Кучме, это было и при Ющенко, это, к сожалению, было и при Януковиче. Если вы отдаете гуманитарную политику государства в руки националистов, то у вас обязательно будет Майдан, у вас обязательно будут проблемы, и в результате у вас будет потеря государственности. Поэтому, конечно, очень важно заниматься гуманитарными вопросами, в первую очередь вопросами образования. И вы помните, уже тогда шла украинизация крымского образования, были большие проблемы. Я вот помню, когда я возглавлял Союз молодых политологов Украины в Крыму, ездил на конференции в университет Тараса Шевченко, мне почему-то делали замечания и требовали, чтобы я размовлял в державную мову. Я из принципа говорил на русском языке, когда меня требовали. Когда меня не требовали, я всегда переходил на язык собеседника. Но это были агрессивные требования, вплоть до того, что меня чуть ли не хотели удалять с зала заседаний, вот научной конференции. Причем мне тогда же рассказывали студенты университета Шевченко, именно кафедры политологии, что такие вот ситуации были. То есть еще это было, я вспоминаю, ситуация задолго до Евромайдана, но уже после так называемой оранжевой революции. Сейчас, конечно, гуманитарная политика на Украине находится в еще худшем состоянии, националистов еще больше. Вот сейчас говорят, что вот свобода не прошла в парламент. На самом деле в нынешнем парламенте националистов еще больше. Они теперь представлены во всех фракциях политических партий почти. Они заправляют всей этой ситуацией в стране и, собственно говоря, совершают вместе с этой же страной крутое такое самоубийственное пике. Вот как же нам дальше жить? Вот это очень большой вопрос, потому что ни Украина от Российской Федерации никуда
никуда не денется, ни Россия от Украины тоже никуда не денется. Мы всегда будем соседями, и рано или поздно придется договариваться. Договариваться о том, как же нам все-таки жить. Мы, Российская Федерация, ну, все-таки никогда никакого топора войны на Украину не закидывали. Мы всегда готовы к диалогу. Но вы знаете, под каким давлением сейчас находятся наши дипломаты. Вы знаете, что националисты постоянно делают созданиями российских диппредставительств, Россотрудничества. Ну, посмотрим, как эта ситуация будет развиваться дальше. Ну, что можно ждать от страны, где такой достаточно странный президент, мягко говоря? Вот давайте посмотрим, в каком состоянии он вышел из Мюнхенской конференции. С чем я, как президент, приеду к вам в самое ближайшее время? Без тебя Мюнхен был... Петр Алексеевич, пока вас не было, тебя... Не, ну хорошо, да? Лидер это независимого свидетельствует государства о многом. И знаете, очень его характеризует как лидера страны его реакция на российских журналистов. И его реакция в принципе на журналистов. Вы заметили, что во время других международных мероприятий он обвиняет журналистов в том, что они работают на Москву, даже если эти журналисты не являются корреспондентами российских телеканалов. То есть человек очень нервничает, ну и это говорит о неуправляемости ситуации в стране, потому что на самом деле Петр Порошенко сейчас номинальный лидер этого государства. Да, Иван Сасанович, сегодня там была пресс-конференция у президента Украины, да? Что там произошло, напомните нам? Сегодня ежегодная пресс-конференция Порошенко. Иван Сасанович, давайте посмотрим. Мне подсказывают, что у нас есть видео, и мы потом откомментируем. Коли може бути ухвалене рішення щодо надання Криму статусу кримсько-татарської національної автономії? І якщо можна, скажіть, будь ласка, дату чи хоча б місяць? Я не можу. Дуже дякую вам за запитання. Це дійсно питання актуальне. Я не бачив пропозиції робочої групи. Вони мають бути затверджені Конституційною комісією. Я негайно після нашої з вами зустрічі звернуся до Конституційної комісії для того, щоб воно провело публічне обговорення пропозиції робочої групи. І як тільки буде знайдений остаточний варіант, як я і обіцяв, питання щодо національної або національно-культурної автономії, внесення змін до Конституції мною буде ініційовано перед Верховною Радою. Ну, Иван Александрович, в переводе означает, ничего вы не получите. Майдан 2.0. Мы обжигались это с Ющенко, когда он обозвал крымских татар всеми украинцами, что крымских татар как нации в Крыму нету. То же самое сейчас говорит Порошенко. Это говорил Бессмертный, это говорил Яценюк. Ну, у друзей Меджлиса, скажем так, в кавычках, они почему-то дружат постоянно вот с вот такими. Но я хотел бы акцентировать сейчас внимание на следующем. Как они себя позиционируют, лидеры крымских татар в изгнании, да, там вот на материковой части Украины. Если кто смотрел одно из выступлений вот последних Ленура Ислямова, нам вот такие враги не страшны, когда у нас есть такие друзья, как Ленур Ислямов, у крымско-татарского народа, который говорит, что если бы 2014 год сейчас вернуть, Да, вот вы вспомнили про Ленура Ислямова. Вот давайте вспомним, как, собственно, вот какая риторика была у этого человека, да, при России, как он говорил. Давайте собака бежит. Да. Я российский гражданин уже лет 20, 19 лет. По поводу паспортов вы еще думаете, а у меня другого паспорта нет. Все, что у меня есть и в России, и в Крыму, у вас на виду. Я патриот крымско-татарского народа. Если скажете мне сейчас, иди в правительство, стань вице-премьером, там какая должность есть сейчас самая высшая, я встану и сделаю так, чтобы вы все завтра были чем-то защищены. Скажете, не надо завтра там работать, я уйду. Диссидентами весь народ быть не может. Может один быть человек, бедный человек. Мы сможем сделать, на самом деле, то, что долгие годы не удавалось сделать, находясь в составе Украины. Это действительно исторический шанс. Если мы этого не сделаем, если мы так попустительски, вот так вот, популистски отнесемся, скажем, мы это там, мы то там, мы не признаем, мы туда, это можно делать только в том случае, если люди безответственные, а мы ответственные люди. Поэтому мы должны сделать так, чтобы следующее поколение сказало, что им было сложно принимать такие решения исторические, но они это сделали.
Я исполнительная власть, есть приказ, и приказ должен выполнен быть. Все. Вы Сергея Валерьевича слышали, результат должен быть такой. Вот какой был поставлен премьер-министром Крыма. Все, он должен был выполнен. Вы обратили внимание на то, как Ленур Ислямов сказал, диссидентом могут быть только бедный человек? То есть это какая-то вообще дискриминация по почему вы считаете, что они не имущественным могут предоставить, возвращаясь к прошлой теме, виртуальную крымско-татарскую автономию? Они же даже виртуальную не могут. Почему? Ну, у нас же есть уже виртуальная прокуратура Автономной Республики Крым, виртуальное представительство президента Украины в Автономной Республике. Они бы ее сделали Почему бы не сделать виртуальную Они хотели ее сделать в Херсонской области, но поняли настроение крымских татар, живущих в Херсонской области. Они передумали. А в Херсонской области ненавидят их там. Да, там, поверьте мне, очень жестко отвечают. Сделают, знаете, вы... Деньги освоят, сделают чиновников, они которые туда уже будут кого только отвечать не за привозили, виртуальную да? автономию. Это же Почему бы денежка нет? нужна, Иван Александрович. Откуда Очень столько денег? смешно, но это, к сожалению, грустно. Да. Это часть народа, которая смотрит этот телевизор, к сожалению, иногда прислушивается к вот таким бредням. Я думаю... Поэтому мы сегодня должны доводить каждый их вздох и чих, который они там... Есть хорошая, Шевкет, есть хорошая поговорка. Никогда не дерись со своими врагами. Сядь на берегу речки и жди. Да. Придет Вот время, смотрите. они в гробиках проплывут. Сейчас этот меджлис и лично Ленур Ислямов себя на АТРе хоронят лучше, чем мы их будем хоронить. Мы видим четко их сползание от интересов каких-то к личным шкурным интересам. Их сегодня уже ничего не волнует. И вся эта трескотня нужна для того, чтобы каким-то образом заработать деньги. Вот даже возьмите вот по риторике Порошенко, он почему сказал культурная, да, автономия? Мы же должны понимать, они же сегодня столкнулись с чем? Что то, что они навязывали 4 года всему украинскому народу, вот эту радикальную политику, побратимы мы, да, тут все в кавычках, она не работает. Сегодня уже народ, украинский народ, они готовы их на вилах вынести. И это идет по нарастающей. Так они же настраивают украинцев против крымских татар. Понимаете? Они же сами это делают. Вот что. Буквально позавчера была премьера передачи «Мост Копур», которую вел Ленур Ислямов, где была часть украинских политиков, были члены Иван Александрович, мы обязательно часть посмотрим, там самые интересные моменты. Давайте мы сейчас вот Муратбея сейчас включим в нашу дискуссию. Муратбей, вы человек, который очень активно и профессионально, я так понимаю, мониторит социальные сети. Какие вы тенденции замечаете? Вот эта вся бравая элита украинская, которая горячо, знаете, вот были такими патриотами, и крымскими татарами, и украинцами, они чувствуют вообще разочарование вообще во всей этой политике в стране в целом? Конечно, чувствуют. Начнем с того, что когда Алио Зимбаш в Праге выставил портреты Мустафы Джемилева и с требованием о том, чтобы европейское сообщество не забывало о Крыме и о крымской проблеме. То есть Европе навязывали ситуацию о Крыме. Это первые были шаги именно со стороны Алио Зимбаша. Потом в дальнейшем, когда развитие было по Конституции Крыма, когда они якобы разработали, передали на подпись Порошенко, когда полномочный представитель отказал в подписи в связи с тем, что необходимо, это не федеральная республика, поэтому отказали. И они начали выступать с требованием, напрямую, ни Чубаров, ни Джемилев акценты не делали на этом, но ихние, Эскендер Бариев, Алио Зимбаш, такие. И также наши, которые у нас в Крыму находятся, члены Меджлиса запрещенного, это Нариман Джелял, который тоже в своей Фейсбуке вписал о том, что негативно, что украинское сообщество начинает забывать о Крыме, что пытаются опять же навязать. И также пытались, когда были соглашения, связано непосредственно по Донбассу, по Луганску, тоже включить в этот вопрос и Крым. Или, например, по то, что они поехали по правам человека. Также обратились, что якобы здесь нарушают права крымских татар. Хотя сами, по сути, создают конфликтные ситуации, навязывают... Чем занимались все 23 года? Конечно, получается, они только этим и умеют заниматься. Те же акции, одиночные пикеты, которые были организованы членом Хизбут Тахир, тоже был координационный центр, был организован именно со стороны Украины. Потому что, если вспомним, что в украинский период также те же партии Хизбут Тахир выступали с открытым в 2013 году, когда они провели митинг
около ДКП, когда им позволили провести, Меджлис был против. Но на сегодняшний день они как бы начали объединяться, и в социальных сетях они начали создавать фейковые страницы. Это одна секта, которых только сегодня и поддерживают в Крыму, это понятное дело, потому что им определенные как бы дают определенные дивиденды. Когда они создают тот же батальон, когда создали батальон Крым, когда его не включили в состав вооруженных сил Украины, когда Ильнур Ислямов выступал с активом о том, что вот как может Украина не позволяет. И если мы вспоминаем как бы 16-й год, когда как бы окружили батальон Крым и как бы нанесли им удар на границе. Знаете, вот вы вспомнили про Facebook, но вот в этой всей информационной войне особую роль на протяжении этих лет играл такой персонаж, как Айдер Муждабаев. Он очень долго, собственно, родился в России, жил в Москве, работал там в газете, сделал себе карьеру, но вдруг вот после этих всех событий перебрался в Киев и стал очень горячим патриотом. Вспомнил, что он крымский татарин, во-первых, и стал таким горячим патриотом Украины. Все эти годы он там очень много писал всяких дифирамб, но уже даже он понимает, насколько это все печально. Я даже вот цитату небольшую себе позволю. Значит, Айдер Муждабаев. Сейчас он, кстати говоря, занимает должность заместителя генерального директора одного украинского канала с крымско-татарскими элементами, скажем так. Скоро будет 2,5 года с того дня, когда президент пообещал дать крымским татарам единственную надежду на будущее, автономию в составе Украины. Мы до сих пор даже не признаны коренным народом нашей страны. Ну, кажется, разочарование налицо. Если мы говорим о разочаровании, то нужно вспомнить обязательно те сюжети, которые произошли совсем недавно. Вот давайте мы сейчас их вспомним и вернемся. Власне, саме зараз ми перебуваємо на Майдані Незалежності. Тут триває одиночний пікет сервера Караметова. Ось ви можете бачити, він стоїть з плакатом «Я кримський татарин з Крима, гражданин України. Прошу встречи з президентом. Корінний народ Крима требує автономії». Варто зазначити, що він тут стоїть вже близько 4 годин із 12-ї. І зараз ми запитаємо у нього, яка мета його акції. Я год тому назад был здесь, возле президента стоял, тоже обещал. И каждый раз обещал, но больше ничего. Вот за это я и приехал вот уже сюда, чтобы он обратил внимание Крым, чтобы Порошенко дал нам автономию. Он не один раз обещал, и ни разу еще не выполнили даже остальные президенты, когда были 4 президента, все обещали. Кто к нам проявил уважение? Президент Украины нашел же время сходить на премьеру фильма «Киборг», а для нас у него времени не нашлось. Не пришел. Почему? Значит, так они нас уважают. Или премьер-министр Гройсман пришел, или кто-либо другой из премьеров. Никто к нам не проявил уважения. Никого не было. Пришли только 2 потрепанных бывших президента. Один из них Ющенко. Не буду продолжать. Все вы знаете его достоинство и значимость. Я бы постеснялся его приглашать. Второй же Кравчук. Они не выдержали и 2 часов после выступления Мустафы Ага, встали и ушли. Никого не было. Столько шума из-за того, что мероприятие провели в Верховной Раде. Может, для кого-то и большая честь, но не для меня. Это не победа, а поражение для нас. Мы специально не забрюлили название этого канала, чтобы телезрители поняли, какие каналы это все показывают. Знаете, после такой политики, которую вела Украина на протяжении всех этих десятилетий, они... как ни странно, надеялись, что именно крымские татары начнут бороться за Украину и будут проливать кровь за Украину. Просто удивительная история. Вот давайте еще один сюжет, очень показательный, и мы его потом обсудим. Но у нас есть еще люди, которые считают, что крымские татары виноваты в том, что так получилась судьба Крыма. Давайте посмотрим сюжет. Лідерам кримсько-татарського народу я запропонував включитись в боротьбу за Крим і готовий був їх озброїти. Я отримав відповідь, що Крим повинні захищати державу Україна і її збройні сили. Від кого? Я сказав, що я зрозумів позицію, ми будемо розвертати збройні сили України, звичайно, будемо воювати. Це кому ви сказали? Пане Пашинський, будьте ласкаві, озвучте прізвище. У нас є лідери кримсько-татарського народу, потенційно. Я правильно розумію? Це Ви правильно все розумієте. Вот, пожалуйста, прозвучало конкретное обвинение лидеров крымско-татарского народа, значит, всех нас, весь крымско-татарский народ. Когда обвиняют лидеров, значит, обвиняют весь крымско-татарский народ. Я бы хотел все-таки, чтобы Мустафа сказал 2 слова на этот счет. Кому, когда из нас давали оружие, что мы об этом не знали? Мустафа, как так было? Ну, если господин Пашинский считает меня одним из лидеров крымско-татарского народа, он ко мне не обращался.
Но в целом, вообще-то, в такой ситуации не обращается где-то там в кулуарах, вот там мы вам дадим оружие. А должно быть обращение ко всему народу. Страна в опасности. Да. Граждане, защищайте свою страну. Этого не было. Но, конечно, если кто-то и говорил, то они были правы в том, что первая обязанность – это вооруженных сил Украины. Если там высшим проявлением патриотизма было спеть гимн Украины, а потом сдать оружие русским, а не крымским татарам, то что остается делать мирным людям, которые даже не умеют обращаться с оружием? У них нет оружия. Кстати говоря, крымским татарам даже несколько раз тяжелее было при Украине получить охотничье оружие, зарегистрировать. С такой был уровень недоверия к этому народу. Об этом говорил, да. А у нас зачем? Есть у нас, я так понял, что можно микрофон Игорю Лапину. Он один из тех, кто был тоже одним из тех, кто озвучивал эту тему предательства крымских татар во времена 26 числа. Вы говорили о том, дайте сюжет, пожалуйста. З приводу місцевого населення і можливого участі її в обороні своєї землі, якби ми оголосили би військовий стан. Я вам розкажу таку маленьку історію, вона дуже коротенька. Коли одним з представників місцевого населення кримсько-татарського в Криму сказали, що держава Україна не може давати зброю цивільним, але там на складі нема охорони. Хлопці, ми ж не можемо офіційно дати. І що ви думаєте, хтось пішов взяти зброю? Та ніхто не пішов. Что случилось с оружием, которое добровольческому батальону «Айдар» дали? Ну, а как нам давали оружие? Мы знаем, да, как нам давали оружие. Одной рукой давали, так, а другой рукой заводили уголовные дела в участии в вооруженных незаконных бандформированиях. Вот хвала крымско-татарскому народу, что никто не повелся на провокацию, не взял оружие, что в 2014 году состоялся демократический процесс, общекрымский референдум, по результатам которого мы перешли в состав Российской Федерации. А, конечно, вот такие люди, которые манипулировали политикой, они бы хотели какого-то противостояния. Никто не собирался, никому это было не нужно. Конечно. Все сюжеты мы видим. Ну, вы помните, в 2014, извините, перебью вас, но в 2014 году еще вот эти граждане, они говорили об этом, дайте нам оружие. Я помню, в средствах массовой информации. То есть они провоцировали людей, чтобы какие-то единицы сделали какие-то необдуманные поступки. Это же были меджлисовцы, их люди. Да, меджлисовцы это и делали. Я это помню. Еще в 2014 году. В народ во время референдума, что завтра вас посадят в вагоны и также будут отсюда репрессии. Вот это самое безнравственное. Я когда во время референдума, извиняюсь, выступил там по телевидению, по российским каналам, да? Со мной на следующий день многие крымские татары перестали здороваться, понимаете? Вот. То есть вот этот вот синдром, который наводили они страх, особенно в поселках компактного проживания крымских татар, да. Люди поначалу на это повелись, да, это был испуг. Но когда люди увидели, что прошел референдум спокойно, да, вам это дают, язык хотите, пожалуйста, школы хотите, пожалуйста. Народ на сегодняшний день, вот чем больше они будут в такой риторике себя... Сами себя топить. Они сами себя топят. На сегодняшний день уже там молодежь, вот даже сегодня с ребят с молодыми спортсменами, они их уже потихонечку ненавидят. Да. Они на самом деле понимают, что... Я бы даже сказал по-другому. Они их ненавидели еще и при Украине, но сейчас они не стесняются эту ненависть проецировать в личную плоскость. Понимаете, не с чем было сравнить. Да. Сегодня они видят то, что дает сегодня государство российское, да, то, что делается местными властями, в отношении всех народов. Понимаешь? И вот эту вот риторику уже навязать молодежи очень сложно. Вы правильно говорите, даже по соцсетям посмотрите, вот они выставляют там свои посты, их никто не комментирует, они не площадках сами себя, да. Вот эти вот члены Меджлиса, Джемилев, Чубаров, там периодически с Крыма выезжают, такие как Нариман Джилял, там Озенбаш, позиционируются как лидеры крымских татар. То, что они вот здесь вот сейчас, украинские политики говорят, что крымские татары не взяли в руки оружие, не пошло массовых беспорядков, говорит о том, что Меджлис к 2014 году не имел никакого авторитета в крымско-татарском народе. Да. Если мы возьмем период с 2006 по 2014 год, а у нас было очень много выборов, и Меджлис постоянно агитировал то за одних, то за других, и обязывал крымско-татарский народ голосовать за какие-то политические Надо признать, силы. что крымско-татарский народ узурпировали вокруг Меджлиса. Да. То есть его заставляли, чтобы он возле него это самое... прислушивалось к Меджлису меньше 20% крымско-татарского
населения. И вот здесь вот, ну, показательная передача в канун перехода Крыма в состав Российской Федерации. У нас крымская весна, у них крымское горе. И посмотрите, украинские политики и крымские татары. 2 часа, вот пускай, кто не верит, зайдет там на страничку АТР, правда она платная, чтобы посмотреть архивное видео, нужно заплатить украинские гривны, да, и посмотрит эту передачу. Они собачились все 2 часа. Украинцы обвиняют, что Крым мы потеряли, потому что крымские татары не взяли в руки оружие, которое мы вам давали, а крымские татары говорят, виноваты вы. Мы вообще не при делах. А крымско-татарский народ живет в российском Крыму. В российском Крыму и радуется. И что хочу добавить, нужно отметить, что Иван Александрович, вы отчаяние видите в их голосах? Да, у многих, у Чубарова такое отражение, как будто ему какой-то туалетный вантус в горло засунули. Он с хриплым голосом, у всех дрожит. Что это связано с выборами на Украине? Смотрите, дело в том, это комплекс факторов, которые потому приводят что к если отчаянию. раньше они торговали голосами крымских татар, теперь им торговать нечем. Им нужно напоминать о себе. Именно поэтому производились так называемые блокады Крыма. Как они сейчас смогут укрепиться в украинской политической системе? Вы знаете, я тут вот в этом, даже не в том, что там происходило, а в политике руководства Украины, вообще в украинской политике по отношению к крымским татарам. Только в качестве пушечного мяса. 100%. Не более того. 100%. Не нужен народ. Вот мы слушали президента. Президент – инициатор создания Крымско-татарской автономной республики. Прошло 2,5 года, он даже не в теме, он не понимает, что там происходит. Сам инициировал. А между прочим, 2 этих депутата, Джемилев и Чубаров, избирались от блока Петра Порошенко. Совершенно верно. Здесь сидит вот этот Пашинский негодяй в наглую. Вот не взяли оружие. А почему они должны были брать оружие? В своей земле, на своей земле. Почему? Это ваши недоработки, ваши провалы в экономике, ваши провалы в взаимоотношениях с Крымом. Вы хотите залить кровью крымских татар? Это разве справедливо? Вот я как крымский татарин... Они анонсировали, да, что АТР будут финансировать, да, за счет государства. Там у них, вот по информации, там как-то Саакашвили выступил, так им сразу финансирование урезали, понимаете, да? То есть вот это вот их, как сказать, то, что они вот кричат, у нас здесь Европа, у нас здесь все хорошо, свобода слова и так далее, и так далее, и так далее. Вот я как крымский татарин, который уже 4 года живет в российском Крыму, хочу сказать, для того, чтобы граждане государства, страны вставали на защиту ее границ, ее устройства, там, президента, той жизни, в которой есть, нужно заниматься гражданами. При Украине 23 года людьми никто не занимался. Украинский политикум прикормил 2-3 человека возле жопы президента, и когда встал вопрос, они к этим прикормышам, а у прикормышей авторитета во власти нету. Они не смогли поднять даже те 2500 членов Меджлиса, которые всю жизнь, скажем так, иерархически сидели на этих местах. Люди сказали, это не наша война, это не наши дрязги, разбирайтесь сами. Народ оказался мудрее в очередной раз. Иван Александрович, сейчас секундочку, Шевкет Ага, секундочку. У нас еще один видеоролик. Вот Ефим Зисевич вспомнил про то, что крымских татар пытались как пушечное мясо бросить в эту войну непонятно кого, непонятно с кем и вообще за что. Сейчас же прошло время, они стали откровенно сами признаваться в этом. И вот давайте сейчас посмотрим реплику, кстати говоря, директора вот этого канала, о котором мы сейчас говорим, да, телеканала АТР, который сам честно признался, как бы он поступил, если бы, собственно, события повторились. Давайте вот небольшой сюжетами вернемся. Я за то, чтобы каждый крымский татарин отдавал сегодня себе отчет, с кем он. Располагая таким историческим шансом, как сейчас нам история такой шанс предоставила, должны этим шансом воспользоваться. Вот это право мы должны будем в том числе и ценой крови определенных людей нам придется это сделать. Мы записываем сейчас батальон людей, ждем ваших детей здесь. Для нас это освободительный джихад. Вы, многие из вас об этом знаете. Сражайтесь, да, прольется ваша кровь, да, некоторые из вас умрут. Умрете. Надо сражаться, надо освобождать свою родину с именем Аллаха на устах. Крымская татарская кровь еще на украинской территории, вот здесь еще не проливалась после аннексии там. Еще не проливалась. Если это произойдет, это будет сигнал всем крымским татарам. Верить Украине сегодняшней нельзя, если вот так она поступает с нами здесь.
я бы сейчас по-другому поступил. Я бы поднимал народ, несмотря ни на то, что делали военные, несмотря на то, что была зрада повсеместно, но нам нужно было пронести определенное количество крымских татар в жертву. Народ был готов тогда. Вот я бы, если бы сейчас вернулся туда, я бы, наверное, так бы и сделал. Какая мобилизация? Кого мобилизировать? Ну, о чем вы говорите? Ну, за 22 года мы не создали украинскую армию. Я, может, открою вам государственную тайну. У нас ничего не взлетает, у нас ничего не заводится. У нас... Скажите, что мы будем мобилизовать, что мы будем их одевать и что мы будем им в руки давать? Дубинки и маски на лицо? Ну, извините, надо быть реалистами. Я бы хотел прокомментировать вот эти вот высказывания. Вы знаете, это говорит о том, что эти люди абсолютно не знают свой народ. Абсолютно. А он никогда не жил со своим народом. Он появился несколько лет назад. Вот эти бегающие из угла в угол люди, они не понимают крымских татар. Они им предлагали оружие, они, оказывается, не взяли. Наш народ прошел такую историю, когда была уничтожена половина народа. И они думали, что мы возьмем и будем бегать, стреляться. Наш народ брал в руки оружие, когда защищал нашу страну от фашизма, это было. Который процветает сейчас на Украине. И сколько у нас героев Советского Союза. А сегодня за что они предлагали драться? Это идиотизм, просто непонимание своего народа. Себя лично ничего не предлагают. Вот если мы с вами возьмем, посмотрим не так давно историю их бытность при Украине, этой структуры. Вот на последнем Курултае на переизбрании, что сделал первый заместитель посла США при Украине? Вот что он делает на крымско-татарском собрании? Ну как что делает? Для тех руководителей, которые немножко вот понимают, вот здесь мы с вами и находим все ответы их риторики. Да. Поймите, да? То есть им, если сегодня поменять риторику, они понимают пагубно для их личных жизней, потому что 25 лет они жили и существовали за счет финансирования иностранных спецслужб. И на другую риторику мы от них вообще ждать не должны. Поймите, она только будет ухудшаться. Рустем Ага, у нас сегодня в гостях еще Руслан Сулейманов. Вот он уже давно руку тянет, хочет прокомментировать. Пожалуйста, Руслан Бей. Добрый вечер, студия. Ну вот из этого ролика видно, что видны истинные цели этих политиков украинских. И кроме корыстных целей, к сожалению, ничего нет. Мы видим истинные цели, и что никакой заботы о народе. Вот Ленор Ислямова говорит, что надо было поднимать народ. Вы знаете, если бы народ хотел бы, то он уже давно поднялся. Когда крымские татары переселялись на свою родину, они проделали путь несколько тысяч километров. Если бы сейчас хотели, то есть если бы эти политики были бы лидерами для крымских татар, то до Украины 100 километров, то бы, все уже были бы там. Да? Ну, мы понимаем, что на самом деле это спектакль. Вот. И я бы еще хотел сказать по поводу, здесь не раз говорили о так называемой культурной автономии. То есть обратите внимание, что сейчас Крым, то есть он уже Украине не принадлежит. То есть это не их территория. И даже формально, даже на бумаге они не хотят признать автономию. То есть вот их отношение истинное, да, вот к крымско-татарскому народу. Рустем Бей, пожалуйста. Да, согласен, что не хотели и не собирались признавать. То есть это надо признать, что этот факт уже 27 лет он есть. Вот когда такую риторику заедают те или иные граждане, да, такие вот как Ислямов, вот надо, чтобы крымско-татарский народ где-то гибнул. А ты начинай со своей семьи. Абсолютно точно. Где его сын, кто где тебе его мешает? Ты возьми с собой рядом там брат, там кто хочешь, сестра, там тетя, дядя, папа, мама, кого хочешь бери. Вот бери, значит, с собой там, что ты там хочешь, и, пожалуйста, иди делай. Ты доказывай своими примерами. Ты что, на сегодняшний день вы хотите, чтобы наша молодежь пошла гибнула? Ради кого и ради чего? Вот объясните, да? Тут я больше уверен, что живя сегодня 4 года в составе Российской Федерации, если, не дай бог, завтра враг придет к нашим воротам, крымское, татарское, и дети, мы встанем и пойдем защищать российское государство. Потому что мы реально видим, что на сегодняшний день декларируется этим государством, что делается им сегодня, понимаете? Я не чувствую себя сегодня ущемленным, как я себя чувствовал при Украине.
Понимаете, мы были каким-то изгоем. И правильно здесь говорят, вот постоянно навешивали всем народам, и только благодаря, я вам скажу, не украинской политике и всем этим политикам, а благодаря всем крымчанам, потому что Крым всегда был многонациональной автономией, да, здесь не проливалась кровь. Это не заслуга Джемилева, это не заслуга тех всех президентов, это заслуга всех граждан, в том числе и крымских татар, что здесь мы все равно мирно сосуществовали. Коллеги, а вы обратили внимание, как был протитрован Ленур Ислямов в эфире украинского телеканала? Там было написано, да? И ВО, заступник Рады министров Крыма. А почему там не было слова «аннексованного Крыму»? Сейчас судят других людей, которые были в органах власти российского Крыма. Сейчас судилище в Киеве устраивается. А в отношении Ленура Ислямова почему-то не заведено ни уголовного дела. Недавно задержали на границе замминистра спорта Республики Крым как коллаборанта. А этот человек там возглавляет блокаду. Я бы хотел спросить у этого подонка и пса, где он был 23 февраля 2014 года, когда крымско-татарский народ, поддаваясь очередным манипуляциям, собирался на площади Ленина. Где эта собака была 26 февраля, когда люди, опять-таки обманутые, собирались под Госсоветом. Но почему-то он появляется сразу в Бахчисарае, на этом последнем Курултае, и агитирует весь Курултай и крымско-татарский народ, что в Российской Федерации нам будет хорошо. Народ заживет, что я с российским паспортом. Они борются только за портфели. В Крыму политика Стамбеднера не пролезла, поехал в Украину. Встретился же он с Петром Порошенко. Ему там наобещали там, чуть ли не антилопу с золотыми копытами. Понимаешь, в чем суть? А на сегодняшний день видят, что между вот тебе и на тебе большая разница. Турция их не ждут с учетом сближения отношений России и Турции. Европа тоже отрезвляется от всего этого бесовского... Много внимания им уделяем, ребята, по большому счету. Да, давайте нужно уделять, потому что на сегодняшний день в Крыму есть их проекции. И у меня, вот мы сейчас примем, у меня вопрос к правоохранительным органам Российской Федерации, в частности Крыма. Почему на сегодняшний день Нариман Джилял, кто? Заир Смедляев на своих страницах Facebook каких-то ребят судят за посты, которые были в 2012-2011 году. Да, они, возможно, приверженцы запрещенной в России партии Хизбут Тахрир. Но как можно этого человека судить, у которого 5-6 детей, за пост 2012 года, а сегодня Нариман Джилял и Заир Смедляев делают посты, что Крым аннексирован, что Россия оккупант, они выезжают на территорию Украины, дают интервью, что Крым оккупирован, что здесь ущемляются крымские татары, возвращаются и дальше ведут свою деятельность. Собирают обманным путем людей у здания Верховного суда как правозащитников. Куда смотрят правоохранительные органы? Почему отрабатывают по тем людям, о которых потом только из средств массовой информации узнаем, что он, оказывается, возможно, экстремист? Да, спасибо большое, Шевкет Ага. Вот, и интересный момент, вот правильно Рустем Ага сказал, это же какое-то лицемерие. То есть он жалеет, что крымских татар не истребили в 2014 году, а своего родного сына, ну отправь в батальон, пусть повоюет. Они же всегда жили тем, что взваливали на чужие плечи и на этом выезжали. Понимаете, я помню 2014 год, когда говорят про оружие. Да, были предложения в Бахчисарайском районе. Собрались ребята и сказали: вы что, дурные, что ли? Вы собираетесь нас противоставлять кому-то? Прогнали их и ушли домой. Вот это и есть. То же самое и в Судаке было. Вот это мудрость народа. Понимаете? Ребят, все их проекты, вот что касается АТР и так далее, вот этих всех персонажей, это все зарабатывание денег. Вот он сидит на блокаде, везде идет прямой строкой: сбрасывайте нам деньги, да, счет такой-то, такой-то, такой-то. Идет там, хотят там вроде там для детей какой-то концерт показать, опять сбрасывайте деньги туда-то, туда-то, туда-то. Дальше продажа акций АТР. Вот сегодня мы об этом не говорим, да. Бедные там бабушки, дедушки эти там собирали какие-то денежки, относили ему деньги на его же телеканал, понимаете, на частную собственность. Эти деньги кому-то вернулись. Никто же сегодня не авторитета у них среди народа. Дальше возьмем с вами пример. Вот когда они на патриотизме подняли весь крымско-татарский народ, снять фильм про нашего героя, да, Амитхан Султан. Бабушки, где ночами ездили, там снимались, там несли все, что у них там дома были, там инвентарь этот весь. И как снялся фильм, Ислямов выступал как меценат, что он там профинансировал, что это для народа, пускай видят, что у нас были герои. И на следующий день, я не помню, сейчас не скажу, в каких цифрах это и соизмерялось, по 50 или по 100 гривен билет, пожалуйста, идите кино смотрите. Своим же крымским татарам
продавал билеты. Так еще часть крымских татар не пустили. Вы помните эту историю, когда просто молодчики встали и Вы понимаете, определяли, кто должен? вы понимаете, вот такое лицемерное меценатство, вот такое вот лицемерие, любовь к своему народу. Вот. И сегодня уже народ, он даст свою оценку, что самое большое преступление по отношению к крымским татарам сделал Мустафа Джемилев. Объясню почему. Когда в 2014 году Владимир Владимирович Путин его пригласил, он спросил, что надо для крымско-татарского народа. Сколько вы хотите там видеть глав администрации и так далее. Много можно еще перечислять. Он же не пришел к народу, как он себя позиционирует, лидер, не собрал курултай на площади, как они любили собирать, да, на площади, и не сказал: Джимат, вот смотрите, поступило вот такое предложение, да, мы его ждали там 75 лет. Наконец-то с нами разговаривает президент великой страны и говорит, что вам надо дать. Идем мы туда или не идем? Он же так не поступил. Он поступил лично своих там амбиций, там каких-то указивок извне. И на следующий день он уже в Брюсселе кричал, что Путин фашист, вводите войска, мы не признаем Крым. Вот это и есть преступление по отношению к крымским татарам, которое он совершил. И народ этому даст оценку. Знаете, я вот тут вот такой тонкий момент хочу сказать. Вот здесь вот крымские татары, если те, кто нас смотрят, мы и в украинский период все знали, кто такой Джемилев, Чубаров. Ислямова тогда не было. Мы все знали, кто такой Меджлис. И вот, пользуясь своей монополией на крымских татар, в 2014 году они объявили Россию агрессором. И народ, попав в стрессовую ситуацию, он был дезорганизован. Ему нужно было кому-то верить. Они начали верить. Их пугали депортацией, что уже там с Кубани казаки ходят по Крыму и присматривают крымско-татарские дома. Кому-то предлагали оружие. Они на 4 года отбросили свой. Последний пример. Вот на границу людей сбаламутили, пошли его встречать. А сами тихо вывозили... Понимаешь, я тебе просто объясню. Он после этого в Польше получает 1 000 000 евро, он отдает на небесную сотню там 100 тысяч или сколько, я не помню, да, не хочу в цифрах там углубляться. А почему ты не дал своим соотечественникам, которые суды присудили штрафы, так как они нарушили российское законодательство? Он публичный хоть одному, обещал. а для людей это неподъемные деньги, понимаешь, штрафы. Вот и вся забота о своем народе. Рустем Бей, мы сегодня даем такую общую характеристику Украине. Это просто страна удивительных парадоксов. Она приютила себе после 2014 года просто всех, кого только можно было из различных государств. Ну, Грузия прежде всего, да, приходит на ум. Удивительная история, связанная, каламбурная буквально, связанная с экс-президентом независимого государства Грузии, который пришел в Украину, сделал там себе, пытался делать себе какую-то политическую карьеру. Чем это все обернулось? Вот давайте наш небольшой Карлсон, который живет на крыше. Назовем это так. Да пусть на стене себя не повешат. Пусть они ничего лучше не видали. The Georgian president chews over his next or stronger than before. Грузию поднял. Ефим Зисевич, ну это просто каламбур. Дело в том, что как раз этот эпизод и показывает, Украина как государство сливной бачок. Не состоялась. Очень жаль. И без России не состоится. Да, я к этому хочу привести. Потому что в этом регионе есть очень мощное государство, которое смогло устоять в эти тяжелейшие времена. И сегодня оно это доказывает. И все, кто вокруг... Это же надо быть просто непонимающим, что надо опираться на силу. Сегодня Украина на предпоследнем месте вообще в мире по смертности. А сегодня мы видим состояние Украины. Нет ни политиков достойных, нет ни внутренней политической системы, которая могла бы вывести куда-нибудь. Да мы почему об этом жалеем? Там страна управляется извне. Смотрите, чем больше граждан украинцев умрут, тем для них лучше. Это понятно. Спикеры, наше мы время, соседи Украины. Да, наше время уже, к сожалению, подходит к концу. Давайте вот очень лаконично мы дадим пару характеристик Украине как государству. Пару предложений каждый из спикеров скажет, и мы просто вынуждены завершать. Ну, давайте, Иван Александрович. Знаете, я думаю, что Украина в дальнейшем будет заниматься своим собственным самоуничтожением. Я соглашусь с коллегами, что это государство полностью находится под внешним управлением. Можно сказать, главой этого государства формально является
посол Соединенных Штатов Америки в городе Киеве. Все-таки я, конечно, верю в отрезвление украинского общества. Я не думаю, что это случится очень скоро. К сожалению, сейчас то, что происходит на востоке Украины, говорит о новых провокациях со стороны вооруженных сил Украины. То, что принят закон о так называемой реинтеграции Донбасса, это лишь свидетельствует о том, что нынешний политический режим заинтересован в продолжении войны или, по крайней мере, проведении такой небольшой краткосрочной военной операции с целью сохранения себя же у власти. Мы будем надеяться на то, что все-таки когда-нибудь здравый смысл в этой стране восторжествует. Все-таки Украина, украинцы — это братский для нас народ, и он, конечно, должен освободиться от этих оков охлократии. Будем в это верить. Ефим Зисевич, пожалуйста. Буквально недавно один из бывших лидеров Украины был премьер-министром Украины Ехануров, потом был министром обороны, и он совершенно откровенно сказал о том, что еще в 2008 году рассматривался вопрос о продаже шельфа рядом с Крымом Соединенным Штатам Америки для разработки и так далее. Мы все это прекрасно понимаем, чем это могло бы закончиться. Это понятно размещением баз Соединенных Штатов Америки и так далее, и так далее. То есть вот это говорит о том, что никогда ни к Крыму, никогда к жителям Крыма, к народам, которые населяли Крым, они никогда не относились серьезно. Это очень печально, что это произошло. И, безусловно, это большая трагедия того, что произошло в Украине, но инициаторы – это не украинцы. Инициаторы – это за океаном, которые руководят всеми этими процессами. Но я еще раз хочу сказать, я убежден в том, что пройдет время, может быть, не скоро, пройдет время, и все будет хорошо. Шевкет Ага, очень коротко. Дело в том, что для построения какого-то общества, и тем более государства, нужна серьезная мотивация. Украина, к сожалению, здоровые силы Украины проиграли эту мотивацию националистическим силам. И сегодня основной вектор направления Украины – это национализм. К сожалению, история показывает, что это очень плохо кончается. Я очень боюсь, что Украина закончит крахом. Мурат Бей. Пока в Украине это правят националисты, у Украины нет будущего. Если вспоминать историю, национальных государств уже было, такой, который пытался агрессивно выступал, это был фашизм. И мы помним результаты данной истории. Поэтому мы не будем забывать. Да, Рустем Бей, очень коротко, пожалуйста. А я бы хотел обратиться к гражданам Украины, как крымчанин, как крымский татарин, как общественник от Крым-Брелеги. Вы понимаете, тот путь, который на сегодняшний день выбрало их руководство, и вы видите, что оно утопит, да? Ваш народ, в первую очередь, украинцев утопит. Вы на сегодняшний день занимаетесь братоубийственной войной на Донбассе. Мы на сегодняшний день, крымчане, россияне, мы готовы стать, как крымские татары, как общественники, мостом дружбы между Россией и Украиной. И над этим мы все вместе будем работать и работаем, и будем обращаться в Международный институт, открывать им глаза, что на самом деле руководство Украины занимается геноцидом. Это преступники, и их место на сегодняшний день в Гаагском трибунале. Спасибо. И Вас Асанович. Я бы тоже хотел обратиться к украинцам, к ее гражданам, чтобы они все-таки во всей этой вакханалии осознали, что единственным источником власти в стране является ее народ. И что народу пора просыпаться. И только в силах народа изменить ту ситуацию, развал Украины. Если Украина не свернет с пути евроинтеграции, стремления попасть в европейский клуб, она попадет туда только частями. Часть Венгрии, часть Польши. Только с Россией, только вместе наши народы будут жить в мире, в согласии и в достатке, и в процветании. Так что народу пора задуматься, куда ведут ее марионетки, поставленные из-за океана, управляемые различными спецслужбами, и все-таки взять на себя ответственность. В Украине любят собираться на майданах,
И с каждым Майданом в стране становилось все хуже и хуже. Может, пора собрать Майдан и на самом деле подумать о людях. Полностью смести ту элиту, которая сегодня олигархическая, политическая, общественная. Просто снести и начать с нуля, как это было в 2017 году, когда благодаря России, благодаря СССР Украина сформировалась как государство, а украинцы сформировались как нация. Спасибо огромное за дискуссию сегодня. На протяжении нашего эфира шло онлайн-голосование. Считаете ли вы власть Украины самой преступной? Да, ответило 1765 человек, и нет, 15, всего 15 человек. Ничего себе. Это Учитывая нашу позицию, мы считаем, что лучше всего всю эту степень разочарованности украинской власти выразил украинский, кстати говоря, певец Скрябин, который, судя по всему, за свою позицию поплатился жизнью. Прощаясь уже до следующей среды, мы хотим показать еще один видеоролик, который показывает всю эту горечь разочарования и огромное счастье, что мы уже не являемся частью этой истории. До встречи в следующую среду. Ми так хотіли, щоб був колись тут рай, але зрозуміли, що нас просто кинули, як лохів розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом в унітаз, злили нас тут просто кинули, як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом в унітаз.